Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин в Москве выступил с очень скандальной и необычной инициативой по законодательному запрету так называемого ваххабитского учения в исламе. Сама по себе эта инициатива для определенных кругов не вызывает каких-то эмоций, негативных или положительных, потому что эти круги не вовлечены, не встроены в формат исламской, мусульманской жизни, и они не знают, чем это может аукнется. Мы попробуем объяснить. Камиль Самигуллин фактически потрафляет тем силам, которые хотят задушить исламскую мысль, которые хотят задушить дыхание мусульманской общественной жизни. Почему? Да потому что этот закон, он имеет сугубо популистскую основу. Он не зыждется ни на чем другом, кроме как на том, чтобы снизить фактор влияния ислама в России. Я напомню, что нету механизма выявления ваххабитов или салафитов. Все эти возможные условности лишь для того, чтобы разделять и властвовать. Тем более странно слышать это из уст представителя татарского этноса, Татарстана. Мы ведь знаем, что еще совсем недавно, еще свежи эти воспоминания о том, как прежний муфтий, на место которого пришел Камиль Самигуллин, также выступал с такими же идеями по запрету ваххабизма в Татарстане. Более того, он активно выступал также в Москве, говоря о том, что если сейчас не принять необходимые меры, то будет салафитское восстание. Он говорил о том, что салафиты подкупили элиту Татарстана, что первые лица Татарстана выполняют их указания и действуют согласно написанной ими стратегии. Он это сделал на официальном мероприятии, на встрече с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Бабичем. На что Бабич удивленно спросил: так что вы от меня хотите? Он сказал: я хочу, чтобы вы немедленно приняли меры, пока вооруженные ваххабиты не подожгли Поволжье. Но мы-то знаем, что этому предшествовало. Ильдус Файзов был скандальный человек. Он рассорился с руководством Татарстана, он рассорился с татарской интеллигенцией, он рассорился с клерикальной стратой мусульман, то есть, собственно говоря, с имамами, хазратами и так далее. И фактически он остался один в голом поле. Но оставаться один он не захотел, поэтому он решил пойти ва-банк. Он решил апеллировать к Москве, говоря о том, что вы должны меня поддержать в моей неистовой, в моей страстной борьбе с ваххабитами, которые проникли везде, которые словно ртуть проникает во все щели. В общем-то говоря, итогом этого стал паралич системы духовного управления в Татарстане. Итогом этого стало крушение авторитета самого Файзова и института муфтиятства. Итогом этого стал общественно-политический идеологический кризис в Республике Татарстан, когда муфтият не делал ничего, не взаимодействовал ни с властью, ни с общественными структурами и фактически занимался только тем, что очернял Республика Татарстан, очернял исламский дискурс и укреплял безумие Ильдуса Файзова. После долгих согласований наконец-то удалось договориться, и Ильдус Файзов ушел с поста муфти. И вот на его место пришел Камиль Самигуллин, который вроде бы, казалось бы,
является абсолютным его антагонистом в личностном плане, в идеологическом. В общем-то, он неплохо работал, но, как сообщают определенные источники, Камиль Самигуллин стал сомневаться в том, что его дальнейшая судьба муфтия еще не предопределена. То есть его следующий срок под большим вопросом. И отношения у него с определенными элитными группами уже не такие светлые, как были на заре его клерикальной карьеры. Вот поэтому он пошел по тому же проторенному пути, что идет Ильдус Файзов. Он апеллирует к Москве, он апеллирует ко всем тем силам, которые не хотят стабильности, которые не хотят процветания в республике и в целом мусульманской умме. Встает большой вопрос, который нависает над нами. Как они будут выявлять так называемых ваххабитов? Будут мерить бороды или будут вызывать мусульман на допросы и выявлять его причастность к тому или иному течению? К чему все это приведет? Это приведет к А. противостоянию, это приведет Б. к ожесточению, и это приведет В. к новой волне насилия, недоверия и конфронтации в татарстанском обществе. Он ссылается на опыт Республики Дагестан. Но мы-то знаем, что происходит в Республике Дагестан. И тамошние представители, наши друзья, коллеги говорят о том, что этот закон не работает, он просто лежит мертвым грузом. Что механизма выявления-то нет, запрещая не запрещать. Поэтому, на наш взгляд, инициатива Камиля Самигуллина имеет под собой следующее основание. А. Это чистый популизм. Б. Это борьба за власть, для того, чтобы пролонгировать свое нахождение на посту муфтия. И третье. Это попытка найти союзников в тех кругах, которые к исламу относятся, мягко говоря, не по-союзнически.